Население России сократилось на 387 тысяч человек с начала года. Это следует из данных Росстата о естественном движении населения. Согласно данным, аналогичный показатель за 9 месяцев 2019 года был на 150 тысяч человек меньше и составил почти 237 тысяч. Всего в январе-сентябре 2020 года на 1 миллион 68 тысяч родившихся пришелся 1 миллион 455 тысяч умерших. Число разводов в России сократилось чуть более чем на 55 тысяч. Всего с начала года было проведено более 400 тысяч бракоразводных процессов. По данным ведомства, наибольшее снижение числа разводов в абсолютных значениях зафиксировано в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Свердловской области и Татарстане. В процентном соотношении число разводов в максимальной степени снизилось в Якутии, в Тыве и в Ярославской области. Власти Якутии разработали план для восстановления занятости жителей региона и их доходов, чтобы выйти из кризиса с наименьшими потерями. В частности, планируется производить адресные денежные выплаты, развивать малое и среднее предпринимательство и готовить собственные кадры для строительной отрасли. Правительство республики разработало план действий по обеспечению восстановления занятости и доходов населения. Этот план позволит приступить к проведению долгосрочных структурных изменений в экономике. По прогнозам, к концу 2021 года рост валового внутреннего продукта составит не менее 3,5%. Также власти планируют выйти к устойчивому росту реальных доходов населения и снижению безработицы. План выделяет 7 основных направлений, в том числе будут реализованы такие федеральные инициативы, как социальное казначейство, в котором будут аккумулированы все социальные выплаты, адресные денежные выплаты, создание экосистемы для комфортной работы, развитие малого и среднего предпринимательства, трансформация в части делового климата и в части строительства. В Якутии от транспортного налога освободят многодетные семьи и автомобили на газовом топливе. Ранее депутаты Илтумен приняли в первом чтении проект закона о внесении изменений в закон республики о налоговой политике, в том числе и в части повышения транспортного налога для легковых автомобилей. Законопроектом предложено не трогать малолитражки и повысить налог в 2 раза для автомобилей с мощностью двигателя свыше 200 лошадиных сил. При этом налог все равно будет ниже среднего по стране и коснется только 5% всего числа наземных автотранспортных средств в республике. От уплаты транспортного налога освобождены жители арктических районов, а также инвалиды и законные представители детей-инвалидов. Кроме того, предлагается освободить от данного налога многодетные семьи и автомобили, перешедшие на газ. Срок уплаты по новым ставкам наступит в октябре-ноябре 2022 года. Санкт-Петербург может принять активное участие в создании и реализации проектов, которые будут обеспечивать развитие туризма в Арктике. Комитет по делам Арктики разработал арктический путеводитель по Санкт-Петербургу, куда вошли более 60 объектов, расположенных на территории города и связанных с освоением и развитием Арктики. На городских верфях ведется строительство аварийно-спасательных и вспомогательных судов. На Балтийском заводе заложены атомные ледоколы нового поколения по проекту 22220. В образовательных организациях Петербурга проходит обучение судовых команд ледокольного флота страны. В рамках развития науки и технологий городской комитет по делам Арктики и власти Якутии подписали соглашение о сотрудничестве и начали совместную исследовательскую деятельность на базе научно-образовательного центра «Север» территории устойчивого развития. Кроме того, ряд предложений от Санкт-Петербурга вошел в стратегию развития арктической зоны Российской Федерации до 2035 года. Компания «Алроса» инвестирует более 100 миллионов рублей в технологическое развитие Смоленского кристалла в 2021 году и планирует обеспечить полную загрузку его ограночных мощностей. На базе кристалла будет создан единый производственный комплекс. Так, в ближайшие несколько месяцев в состав завода войдет ограночная площадка «Алроса» в Барнауле, а в 2021 году планируется присоединение и московских гранильных мощностей. Руководство «Алроса» считает, что такие изменения позволят обеспечить максимальный обмен опытом между коллегами и наиболее эффективно перераспределять сырье между площадками. Это были новости экономики на Якутия-24. Выпуск подготовила Нургуяна Иванова.